Введенный в России налоговый режим для самозанятых подходит для легализации широкого круга неформальных предпринимателей. Но для повышения его привлекательности нужно продумать дополнительные стимулы для налогоплательщиков, считают в Счетной палате. Вопреки опасениям, что самый льготный налоговый режим будут использовать для ухода от налогов, массовых злоупотреблений пока не наблюдается. Однако такой риск существует, поскольку режим предлагает выгодные ставки налогообложения. Это 4% на доходы физических лиц и 6% на доходы юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Напомню, на льготный режим могут претендовать предприниматели без наемных работников с доходами не более 200 тысяч рублей в месяц или 2 миллионов 400 тысяч рублей в год. На 1 декабря число зарегистрированных самозанятых в России достигло почти 1,5 миллиона человек. Они вывели из тени в общей сложности 209 миллиардов рублей доходов. Счетная палата предложила индексировать планку доходов самозанятых. Для этого нужно ввести специальный коэффициент-дефлятор. Мера позволила бы учитывать инфляцию и расширить круг потенциальных самозанятых. Федеральная налоговая служба поддержала эти выводы и предложения. Ранее торгово-промышленная палата предлагала разрешить регионам снижать ставку налога для самозанятых до 1%, чтобы в ручном режиме развивать разные отрасли микробизнеса. Возвращено заявителям 3926 из 5313 обращений от граждан, желающих оформить внесудебное банкротство. По данным Минэкономразвития, массовые отказы связаны с тем, что пытаются оформить банкротство лица, которые не могут воспользоваться данной возможностью. В частности, исполнительное производство по их долгам не завершено или не соблюдены другие требования. Тем не менее, количество отказов со временем уменьшается. Так, в сентябре 2020 года цифра возврата составляла 79%, а в ноябре уже 69%. Это связано с тем, что гражданам стали более понятны требования к кандидатам на внесудебное оформление банкротства, в том числе благодаря разъяснительной работе МФЦ. В Минэкономразвития предполагают, что число воспользовавшихся процедурой россиян будет увеличиваться плавно. Одно из главных условий для списания долгов – оконченное исполнительное производство. Требует времени, пояснили в ведомстве. Специалисты по искусственному интеллекту, машинному обучению, анализу и обработке данных являются самыми востребованными в России. Об этом говорится в докладе «Будущее рабочих мест». Спрос есть также на разработчиков программного обеспечения и приложений, специалистов по работе с клиентами в оптовой торговле и на производстве. Среди самых популярных на российском рынке навыков эксперты назвали те, которые связаны с машинным обучением и программированием. Ценятся также навыки в сфере бизнеса, технологий и науки о данных, сказано в этом докладе. Кроме того, около 80,5% российских работодателей хотят значительно повысить уровень цифровизации в связи с коронавирусом. Еще в июне министр образования и науки Валерий Фальков заявил, что медицинские, педагогические и IT-специальности наиболее востребованные в России в настоящее время. По его данным, похожая ситуация наблюдается во всем мире, где больше всего ценятся аналитики данных. Ростуризм предложит правительству продлить программу туристического кэшбэка на 2021 и последующие годы, сообщили в ведомстве. Использовать можно будет средства, оставшиеся после 2 этапов программы. С 15 октября по 5 декабря прошел 2-й этап распродажи туров по России и бронирования отелей с возвратом 20% от стоимости покупки, максимум 20 тысяч рублей. А 1-й этап проводился с августа. За 2 этапа программы россияне купили туры на 6,5 миллиардов рублей. Государство вернуло туристам за поездки по стране около 1 миллиарда 200 миллионов рублей, а всего на программу было выделено 15 миллиардов рублей. Так что деньги на продолжение программы стимулирования поездок по стране остались. Подобную комплексную меру поддержки государство реализовало впервые. На 1 государственный рубль пришлось 6 рублей средств граждан, которые они потратили на отдых и оздоровление в стране, подчеркнули в Ростуризме. Энергетики обратились в Минстрой и Минэнерго с просьбой не продлевать мораторий на начисление штрафов за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг, введенный весной этого года правительством России в качестве поддержки населения во время пандемии. Отмечается, что после введения моратория увеличился рост неплатежей. По прогнозам, низкий уровень оплаты сохранится до конца года, что увеличит задолженность за электро- и теплоснабжение не менее чем на 30-50 миллиардов рублей.
В октябре этого года уровень оплаты за потребленную электроэнергию в России снизился до 89,5%, тогда как годом ранее этот показатель составлял почти 92%. Рост неплатежей связывают отчасти с тем, что с весны этого года энергетики не могут штрафовать физические лица и управляющие компании за просрочку платежей.